В сегодняшнем круглом столе. Тема сегодняшней встречи, она актуальна, является нарастающей и не может нас не беспокоить. Звучит она следующее. Внешнеполитическая доктрина Абхазии в контексте новых вызовов на фоне формирования дуги нестабильности на Южном Кавказе. Мы наблюдаем за выдавливанием России из Южного Кавказа, и Алиев заявил, что далее Азербайджан намерен решать региональные вопросы с Турцией, США, ЕС и Израилем. С очевидностью формируется новая дуга нестабильности с выходом на Черное море. В свою очередь Эрдоган заявил о подготовке к большой войне, формально выступая против Израиля. В действительности речь идет о формировании неотюркской оси Великого Турана в контексте былого влияния Османской империи. Анкара и Лондон подписали стратегический союз, а Алиев солидаризировался с Зеленским и сегодня выражает ему последовательную поддержку. Армия Азербайджана переходит на систему определения координат по натовским стандартам, тем самым обозначая сторону в грядущем переделе мира. Старые союзы разрушены, тех, кого ранее считали партнерами, уже за столами с теми, кто пишет новые правила против России. Объединенная Европа выводит свой ВПК на решение стратегических задач уже к 2027 году и не скрывает этого. С 2027 по 30 год во всех крупных портах Евросоюза резервируется до 30% мощностей на военные нужды. Соединенные Штаты в лице Турции видят натовский таран, военные возможности которых кратно возросли. С открытием Зангезурского коридора без участия России последует экспорт гибридной войны с выходом на Киргизию, Узбекистан и Казахстан. Управлять транспортным коридором в ключевой логистике будет частно-американская компания, а израильская логистика уже выходит на Каспий. Зангезурский коридор, который уже назвали мостом Трампа, становится стратегическим рычагом, а Пашинян – предателем, который разменял армянский суверенитет в интересах недругов. Грузия, без всяких сомнений, окажется вновь в кавычках на правильной стороне, периодически проводя учения НАТО. Но будет выжидать до последнего, чтобы не оказаться в ретроспективе событий 2008 года. Нужно отметить, что на основе Потсдама по итогам Второй мировой войны сегодня договоренности в полной мере не работают. Формирование новых правил возможно только после устранения накопившихся противоречий, в которых с одной стороны должны быть победители, и с другой должны быть побежденные. СВО на Украине не снимает накопившееся противоречия стратегического характера, о чем и заявляет президент России, говоря о том, что мир движется к Третьей мировой войне, и добавляет, что это уже не является просто словами. Вот новая дуга тектонической нестабильности, она вновь с вероятностью выходит на границы Абхазии. 33 года назад, тому назад мы смогли отстоять не только свои границы, но и южные рубежи России. Но сказать, что сегодня время другое, все равно, что ничего не сказать. Мир живет грядущим переделом. Мы же разрезаем ленточки в открытии новых ресторанов, в то время, когда страны, окружающие нас, озабочены повышением своего ВВП. Абхазия вновь становится форпостом России на южных рубежах. Но каковы вопрос нашей собственной возможности, пока Россия отвлечена на Донбассе? Что мы сами можем с опорой на стратегический союз с Российской Федерацией? Сегодня все протоколы армии мира, они на корню переписываются. Применение без пилотных летательных аппаратов, оно сильно изменило картинку войны и соотношение к живой силе и бронетехники. Что мы для себя вынесли за 4-й год СВО? Вот какие мы практики для себя из этого вынесли? Может, мы создали школы или классы дроноводов, в каком количестве мы смогли обеспечить себя дронами или беспилотными летательными аппаратами, в каком состоянии у нас находится сегодня наша противовоздушная оборона. Вот многие вопросы, мы понимаем, что безопасность страны состоит из множества аспектов, но в данном случае мы говорим
о военной составляющей. Вообще, на главные вопросы мы должны ответить. У нас есть своя стратегия, есть своя концепция, есть вытекающая из концепции доктрина. Вот сегодня, на сегодняшний круглый стол были приглашены не случайные люди, мнение которых нам важно услышать. Фактически на сегодняшний день из приглашенных нет только представителя Министерства обороны, а их участие оно было важным. Но у них проходит какое-то совещание, и мы надеемся, что в течение нашей встречи все-таки специалист от Минобороны все-таки появится на нашем мероприятии. Будет, на мой взгляд, правильным, если мы все же первое слово передадим специалисту.